В ближайшее время жители Сунжи станут свидетелями радостного события – завершения строительства и оснащения новой современной поликлиники. Этот долгожданный объект станет важным шагом в развитии системы здравоохранения города и обеспечит доступ к качественным медицинским услугам для всех жителей. Сунжинская центральная районная больница готовится к открытию современной поликлиники. Работы здесь уже практически завершены. Готовность объекта составляет 98%. Новое здание построено по самым современным стандартам. Все продумано для удобства пациентов. Просторные светлые коридоры и кабинеты, комфортные зоны ожидания и полная доступность для маломобильных граждан. На объекте трудится подрядная организация «Строймонтаж». Осталось всего лишь нам подсоединить дизельный генератор, закончить кое-какие косяки по плитке, по отделке и завершаем работы по приточной вытяжной системе. Никаких проблем не было, пока не было. Некоторые моменты были, когда у нас в приямки попадала вода. Это было, когда у нас не было сверху козырька. Сейчас мы установили козырьки, и вроде как после сильных дождей мы вызывали заказчиков обычно в подвал, да? Он больше страдает, подвал обычно после дождя. Нигде не было ни одного потека, вроде как все устранено, как бы эти потеки, которые были раньше. Подвал окрашен, помыт, стоит ровно, сухой. Строительство новой поликлиники для Сунжинской центральной районной больницы началось еще в 2018 году. Проект масштабный. Площадь здания составляет 2000 квадратных метров. Сроки сдачи не раз переносились. Но сейчас подрядчик заверяет, объект практически готов. Идут финальные работы, осталось устранить недочеты. Нам нужно сейчас запустить приточную систему. Это получается связано с вентиляцией. Нам нужно запустить дизельный генератор, бесперебойное питание. Дальше уже идет у нас рентген-кабинет, мы уже завершили. Нам сейчас остается смонтировать компьютерный томограф. Получается, в кабинете ждем мастеров, чтобы его смонтировали. Пожарная система, система сигнализации, система охраны, система оповещения работает исправно. Кроме, как я говорил, приточной системы и дымоудаления мы еще ее не запустили. Новая поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену. Она станет современным многопрофильным центром, где прием будут вести врачи самых разных специальностей – терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи и эндокринологи. Этот объект крайне необходим городу. Старая поликлиника, что напротив, была построена в 2011 году. Тогда ее возможностей хватало. Но сейчас, когда население Сунжи значительно выросло, в ней попросту не хватает мест. Новая поликлиника решит эту проблему и предоставит жителям доступ к качественной медицине. С введением нового здания поликлиники, конечно, и для пациентов будет по маршрутизации. Правильная организация будет маршрутизация в этом же здании. Просто тут все исследование будет на первом этаже, то есть обследование может получить пациент, подойдя здесь, не нужно было ходить в разные корпуса. Вот в этом отношении будет хорошо, если это все будет завершено и сделано. Новая поликлиника значительно расширит возможности получения медицинской помощи для жителей Сунжи, снизит нагрузку на существующие медицинские учреждения и сократит время ожидания приема. Внутри 470 современных кабинетов, 17 санузлов и 4 лифта, включая отдельные для грузовых и пищеблока. Благоустройству территории тоже уделили большое внимание. По периметру рабочие уложили 8-сантиметровый слой асфальта, бордюрный камень и провели озеленение. А затянулось на годы строительства по веским причинам, заверяет подрядчик. Началась эпидемия ковид, люди не хотели работать, из-за этого у нас были сложности с людьми, сложности с финансированием и так далее. После этого прошло где-то 2 года и изменились цены на стройматериал, и пришлось пересмотреть проектно-сметную документацию. Это делается не за один день, а некоторое время, и как бы мы пытались как-то размазать это все, эти средства, чтобы уложиться в одну сумму, и вот из-за этого, получается, у нас все это затянулось. На строительные работы было выделено 370 миллионов рублей. Подрядная организация «Строймонтаж» планирует сдать объект в октябре текущего года. Новая поликлиника станет вкладом в будущее в здоровье жителей, в развитие системы здравоохранения. Благодаря этому проекту жители получат доступ к современным медицинским услугам, врачи – комфортные условия для работы, а город – новое современное медицинское учреждение, отвечающее всем требованиям современной медицины. Мадина Цоро, Сулейман Костоев, Магаз 24.